Если вы забыли и хотите вдруг вспомнить, как выглядит весна, задержитесь у экранов телевизоров, потому что вот ровно то, что вы сейчас видите, самая настоящая весна в столице Республики Башкортостан. Вместе с нами сегодня известные московские дизайнеры, я бы даже, наверное, исправила сама себя, известные российские дизайнеры Полина и Юлия Мирчевы. И человек, который создает красоту в Башкортостане, основатель магазина дизайнерской одежды Эльвира Герцовская. Доброе утро! Доброе утро, Лиля. Вы Рада просто невероятно стильные. Я могу молчать. Мы, в принципе, можем молчать и просто разглядывать вас. Очень интересно. О трендах предстоящей весны, лета. Да. Самое время поговорить, да, 29 время февраля. поговорить. Говорим, вы запоминаете. Без 5 минут весна. Точно. Что нужно приобрести? Давайте из так. одежды. Я как человек, который продвигает, у которого миссия продвигать российских дизайнеров, я скажу о том, что главный тренд – это носить наших. Выбирайте наших бренды, потому что на самом деле зачем где-то бегать за какими-то байерами, которые будут доставать тебе что-то где-то, когда столько классных, талантливых, красивых людей делают талантливую, красивую, яркую, очень говорящую одежду здесь. Счастье здесь. Счастье рядом, да. У нас самих. И я обожаю, я вообще влюблена в наших людей. Они настолько талантливые, настолько яркие, что мне очень хочется знакомить нашу аудиторию, привозить их в Уфу, в Башкирию и говорить: вот они, классные люди, одевайтесь в эту одежду. Просто меня это очень сильно драйвит, и я прям взяла себе за миссию вот это. Да. Человек, который умеет заряжать, вдохновлять. Но так в итоге, возвращаясь, если к моему вопросу, мы, конечно же, говорим о том, что носим наших российских дизайнеров, а если конкретно, детально, на что обратить внимание, на какие тренды этого сезона? Слушай, один из главных трендов – это, вы, наверное, уже заметили о том, что крупное брендирование, оно ушло на задний план. Так, да? То есть мы не носим бренды вот здесь, а вот на сумках, логомания – это уже прошлый век, да. Лого может быть в монограммах, в тканях, в подкладке, как-то что-то такое. Вот это ушло как-то все деликатно, да? Деликатно, спрятано. да. Допустим, вот как на Юле, на брюках, на мне, посмотрите, шикарная юбка тоже с монограммами. Это называется монограммы, когда дизайнер делает такой намек, рисунок. Свой автограф из принтов. Да, в принты. Вот теперь разглядела. Это деликатно, это красиво, это стильно, это трендово, но, естественно, нельзя тотал в это все наряжаться, да, выбирайте какой-то один предмет гардероба, который будет забирать на себя внимание, и это будет прямо вот очень изысканно и красиво. Если некомфортно каждый день выглядеть как на подиуме, тогда добавьте, одну яркую деталь с монограммами, допустим, юбку, а сверху наденьте что-то черное, худи или свитшот. Что-то поспокойнее, да. В общем, более приземленное. Или крупные принты. То есть это тоже, в общем-то, история сейчас возвращается, да, там, я помню, что раньше носили какие-то, не знаю, там, из мультфильмов какие-то принтованные толстовки, помнишь же, была такая, я сейчас смотрю, что уже даже на бизнесменах есть это, возвращается эта мода, какой-то крупный принт, одна какая-то крупная. Ну, трот пробивается. Да. Сквозь костюмчик. Это прям возвращается. Мне нравится. Это вот ровно то, о чем мы сейчас сказали, да, мы видим на экране. Супер стильно. Красивые монограммы. И... Полин, Юля, это как раз вот то, что делаете вы, да? Это ваш бренд Это одежды. наша коллекция, которая как раз называется «Монограммы», и она скомбинирована здесь с чем-то более таким спокойным, классическим, казуальным, джемпером, то есть... Яркий принт и что-то поспокойнее. Да. Все, поняла. Еще на что обратить внимание? Следующий тренд очень важный – это все еще платья. Только платья становятся сложнее, платья становятся более такими продуманными, дизайнерскими, сочетание нескольких стилей в одном платье, например, как у меня. То есть здесь спортивная вот эта нижняя юбка, вот это вот трикотажное, да, такое плотное джерси, но рукава при этом легкие, летящие, плательные, элемент кулиски, как в бомбере, да, спортивные элементы, молния, и здесь вот сочетание разных цветов из гофре, то есть мы сделали такой как бы арт-пис, но в котором можно жить с утра до вечера в праздники. Такой сложный крой, да, сложный тоже крой, вот к этому относится. Да, сложный крой, то есть нужно выбирать что-то такое более, продуманное, интеллектуальное. То, что точно будет вас выделять. Хорошо, мне нравится. И этот тренд тоже.
Да, но платье это вообще на самом деле то, что можно носить и в пир, и в мир. И сейчас же очень модно быть быстрой, да? Ну, то есть ты надела платье на работу, сверху накинула жакет, пошла, и ты деловая женщина, да? Вечером ты скинула жакет, надела крупные украшения и пошла на вечер, на встречу с Чтобы друзьями. ритм жизни не сбивался И ритм при этом, жизни, да, да. тебе не придется там переодеваться. У нас нет на это времени, мы живем очень быстро, да, поэтому это очень удобный тренд. Согласна. Мне нравится вот этот тренд, который на Юле. Юля представляет сегодня. У вас вот сочетание... Сочетание спорта и классики, ну, наверное, джинсы Ровно так и особо... хотела я сказать. Да. А джинсы особо классикой не назовешь. Это Сейчас уже и джинсы классика, Но правда. более яркое, наверное, такое сочетание трендовое, когда это классические брюки, когда классический костюм, когда ты олимпийку, например, надел под классический жакет, да. Кстати, это да. И даже очень с интересно, да, юбкой. такое пикантное сочетание получается. Или, допустим, какие-то спортивные брюки, а сверху Блузка. классический жакет. Нет, именно низ тогда спортивный. Вот, кстати, обратите оставляем. внимание, как вот, раз таки да. спортивные брюки, сверху жакеты, и смотрится все очень... Ну, просто это классика. это не круто и скучно даже, да, Просто ходить классика полностью слишком в строго и классике скучно, или полностью да. в спорте. Мы же не в спортзал все-таки, мы хотим как-то впечатление производить, самим себе нравится в течение дня. Поэтому рекомендуем именно вот какой-то спортивный элемент добавлять в классику, либо наоборот. Интересно. Красный цвет. Красный цвет. Мне кажется, Супербол и Риана, ее выступление в прошлом году, где она о своей беременности очень эффектно объявила и была в красном комбинезоне, не оставляет никого равнодушным и в этом году. И звезды, селебрити всего мира продолжают делать эти красные платья, красные костюмы, какие-то новые какие-то вариации. И вот красный все еще в тренде. И у нас, да, тоже немало красных вещей. Юлия, вы дизайнер украшений. Ну, в том числе, да. Да, в том числе. Вот что касается украшений, бижутерии. Мы что у вас? производим, да, украшения Крупные. разные, в том числе крупные, и делаем на них акцент. Но это то, что не оставит, конечно же, вас незамеченным, но это не значит для того, чтобы выделиться, ты просто будешь актуально выглядеть, если у тебя здесь что-то интересное, какое-то что-то объемное. Объемное, Самое большое. интересное, что это можно их надевать на что-то спокойное. Вот, допустим, на какую-то толстовку. Если ты сверху какой-то крупняк оденешь, это будет Крупные очень бусы, интересно. Да. брошка. Вот брошь, посмотрите, крупные пожалуйста, да, бусы, внизу крупные футболка, правда, с сережки, плечами, да. но тем не менее. То есть это украшения должны быть крупные. Вот сейчас, в этом сезоне, если вы выбираете, да, себе какую-то вот крупную вещь, то вот я думаю, что либо сережки, либо колье, либо кольцо. Дозировано, конечно. То есть это что-то должно или быть, в ушах, или на шее. А если жемчуг, то он вот предлагаем, чтобы он выглядел вот так. То есть не классический, а с каким-то таким панк-направлением, с характером. У нас все с характером. Ну, это правда, это прям супер, это супер смело, я бы даже так сказала. Да. Знаете, о чем хотела вас спросить? Правда, что вы нашли дело своей жизни, вы стали дизайнерами, вот не сразу, там, не знаю, по окончанию школы, в 27 лет, да, Полина? Это долгий поиск. Я да. с 17 до 27 искала себя в разных профессиях. Я чувствовала, что есть что-то, что какая-то миссия, какое-то дело большое, которое мне нужно раскрыть, но я не понимала, куда мне бежать. И пыталась в найме это найти. Кучу профессий перепробовала, закончила академию туризма, то есть совершенно ничего не предвещало, что делом моей жизни станет дизайн, одежда. Ну и с вот в 20 украшениями также, да, у вас, Юля, было? Украшения, да, они где-то у меня маячили всегда на горизонте, но пришла к ним я только сейчас. А вообще в дизайн одежды я пришла из дизайна интерьеров. Вот. И потом одежда, как бы она нуждается все-таки в каком-то дополнении. И для создания, для создания полноты образа, естественно, нужно что-то еще, чем-то его закончить. И поэтому от нехватки как бы негде просто это взять, и мало что нравится. Вот пришлось делать самой, и я просто счастлива. Но это к слову о том, что искать себя, переставать искать себя вообще Не поздно, никогда. нужно, Да, да, дело своей жизни, закончится. найти. Это супер важно, супер круто. Мы об этом говорим на вашем примере. Да, и в каждом возрасте можно найти себя нового, конечно.
Вот, какое-то время приходит какого-то обновления себя, и ты себя по-другому чувствуешь, ощущаешь, и какие-то приходят новые идеи. Так что, и ты друзья, начинаешь себя воплощать в Кто этом. в поиске, кто в пограничных каких-то состояниях, не сдаемся. Спасибо вам огромное за то, что вы уделили этим утром время зрителям Республики Башкортостан. Я вот прям вдохновилась. Я новые идеи для себя какие-то подчерпнула. Пойду обновлять свой гардероб. Спасибо вам. 29 февраля, вот этот день вас не пугает? Нормально все? Отлично. Мне кажется, Прекрасный очень уникально. день, Это прекрасное говорит о том, что начало сегодня дня. какой-то уникальный день. да? Уникальный день, правда. Да, Да, и загадывайте поэтому желания, всё Загадывайте сбудется. желания, да. Обновляйте гардероб, будьте ярче. Позвольте себе этой весной быть ярче.